Ну вот, лодка на месте. Вода уже возле будки, как и говорил. Сегодня днем приходил, приподнял лодку. Вода стремительно прибывает. Такая картина. Самый главный мотор — это весло сегодня. Одним словом, ребята, всем привет. Утки уже встречают нас. Сегодня очередная охота будет. Сейчас ночь, 12 часов ночи. Блин, ослепляет, конечно, меня. 12 часов ночи. Сейчас я буду переходить речку и также сходим на болото, на утреннюю зорьку. Вечерняя зорька уже прошла, а утренняя только начинается. Будем встречать. Эта лодка еще днем также была на берегу, а сегодня уже вон как в воде. Но он прикреплен, никуда не уплывет. Ночные гуляния там, молодежь бухает. Так, ладно. Самое главное нам доплыть до другого берега.
Ну вот. Мы на другом берегу перешли нормально. Утки летают. Одиночка полетела. И смотрите наш ночной обзор, ночной вид нашего села. Луна, полнолуние. Очень красиво, светло сегодня. И смотрите, как свет не выключили ночью сегодня почему-то. Все светло, классно, как в городе. Даже зимой столько лампочек у нас не горит, как сейчас. Очень красиво. А нам сейчас шуровать до шалаша. В принципе, тут ничего так интересного. Ночной съемкой ничего не увидишь ночью, чтобы что-либо заснять. Вот так. Роща, густая роща. Все тебя держит. Надо как-нибудь сюда с топором прийти, поработай. Потому что невозможно уже здесь проходить. Еще заросло тут сильно. Видели прошлую охоту? Я здесь был, столько снега еще было, когда я здесь снимал. Мощно все тает. Ну и с дождем теплые дни снег быстро ушел, растаял. У нас на этом берегу кладбище, и когда проходишь, не по себе становится. И один раз история какая-то была. Короче, солдат вернулся с армии. Ну, с друзьями забухали и поспорили, что солдат смелый, он ничего не боится, пойдет на кладбище без проблем. А ты, говорит, докажи. И велели ему сходить на кладбище и дали палку, чтобы он проткнул кладбище в определенном месте, эту палку. Короче, он пошел и не вернулся. Утром, когда пошли искать его нашли там мертвым на кладбище. Парень-то был, в принципе, смелый, но сердце не выдержало. Он, короче, пришел на кладбище, воткнул палку, и палкой воткнул шинель. Короче, он, когда начал вставать, что-то его держало, и у него не выдержало сердце. Он, короче, умер от испуга. Вот так вот, такая история. Непривычно, блин, вдоль кладбища ходить. Ветерок сегодня. Ладно, болтаем, надо идти. Вот они, бездельники мои, сидят. Все на месте. Надеюсь, видно. Конечно, чуть-чуть темновато, но мы уже возле шалаша. Вот они.
Уровень воды такая же, как и в прошлый раз. Ничего не поменялось, потому что фанерные чучела как стояли, так и стоят. Ничего подправлять не надо. Так. Вот так. И сегодня еще укрытие вот тут я сделаю, наверное, с задней стороны. Возьму лапники здесь поставлю, потому что меня птица видит и осторожно садится. Ну, такой вид вот. Уже как бы с восточной, северо-восточной стороны уже светлеет. Сейчас скоро уже будет вставать солнце. И стрелять уже, в принципе, есть возможность. Все видно. Вот так вот. Вообще благодать. Ветрено сегодня. Ветер. Но это не должно повлиять на перелеты, потому что в эти дни еще утку будут лететь 100%. Числа до 9 еще утиные перелеты будут неплохие. А там потом будет затишье в числах до 15-16. И потом уже нырковые начнут лететь. Охоту начнем с чашечку чая горячего с барбариской. Я сюда леденец барбариску закинул. Вкус чай с барбарисом будет. Ух, обалденно. В принципе, пока я шел, несколько раз я слышал утиные крылья, там звуки. И сейчас пока вот выходил из шалаша, там что-то с задней стороны лапники 2 штуки принес. Укрытие. Но это когда уже светло будет, я себя вообще полностью закрою, буду сидеть и сажать утку. Буду стараться, чтобы они сели, чтобы как-то получилось заснять что-то, какие-то выстрелы, если будут. Вот. И пока я возился там возле шалаша, там тоже звуки, но одиночные утки летают. И сегодня меньше уток, чем в прошлый раз. Первая охота как-то интереснее была. Ночью вообще гул такой, возле меня утки рядом сидели. Было интересно. Ладно, сейчас я выключу свет и буду терпеливо ждать утиных перелетов. Будем надеяться, что кого-то подстрелим. Ветер юго-восточный, с задней стороны. У меня шалаш утепленный. Вообще не сквозит нигде. Вот сижу, как мне уютно, тепло. Ветер гудит, вон, слышите? Гул такой идет. Но мимо нас проходит ветер. Все, короче, ждем. Прислушайтесь к звуку природы. Что вы слышите? Пение птиц, вальшнепа летают. И самое противное для меня на весенней охоте — это вон как такой гул, кваканье лягушки. О, слышите? Они такуют азартно сейчас, проснулись. И это первый знак для меня, что весна уже все проходит. Долгожданная охота весенняя, когда ты ждешь нетерпеливо, там, когда растает снег. И этот момент уже первый признак начала лета, конец весны.
Еще буквально несколько дней, и эта вода на болоте не останется. И утиные перелеты все закончится. Мгновение, это весна. Мгновение, буквально там все быстро проходит. Кулики сегодня молчат. Утки подсели. Широконоски. Два широконоски. Кормятся. Не могу определить, где самец, где самка. Заметили меня, все, сейчас улетят. Видели как? Фотоохота. Короче, первого пропустил. Сейчас дальше, если подлетят, буду стрелять. Буквально от меня там 20 метров сидели. Ну да, даже 15. Поснимал, хотелось показать вам, как все это происходит. Сейчас уже одену я на голову экшн-камеру и дальше будем снимать. Чирок. Это самец. Неудобно. Слышал меня. Еще утки были. Думал, сядут, там крупные полетели. 2-0. Пользу уток. Все, надо подготовить.
оказывается, вообще. А вон они, 3 штуки. Не улетели. 3 штуки, оказывается, там было. Есть. Вон он. Этот подранок. Чё-то я мажу нахуй. Капитально. Не, вроде умирает. Надо сходить и вообще собрать утки. Там 3 утки у меня уже. Немножко пошумели. Это хорошо. Сейчас еще немножко посижу. Если ничего не будет, сходим уток соберем. Вот одна и там еще 2. Пока штиль. Сегодня мало стреляют. Вообще мало. Что-то быстро аккумулятор разрядился. Или на улице из-за этого. Там с дома начал снимать. Ну, минут 40 я, наверное, еще не наснимал. Очередные утки. Черки, наверное. Что-то насторожился он один. Это, наверное, самец насторожился. Попробую. Стрельну я его. Самка, наверное, ест.
Неплохо, ребят. Вот это да. Ништяк, одного еще шлепнули. Вообще класс. Вот так вот. Там получается у нас 4 утки. Нормально. Нормально.